15 августа движение «Талибан» объявило о полном контроле над столицей Афганистана Кабулом. Первым о наступлении талибов на столицу сообщил МВД Афганистана. Сразу же после этого талибы распространили заявление, в котором сообщили, что не намерены штурмовать город. «Талибан» также пообещал обеспечить выезд из города всем желающим. Потерю контроля над Кабулом фактически признал исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул-Саттар Мирзаквал. «Штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно», заверил он в эфире Тола Ньюс. Ближе к вечеру того же дня Ашраф Гани сложил полномочия президента. По данным агентства «Азия Плюс», Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан, откуда он намеревается выехать в третью страну. Руководство Талибана заявило о создании Исламского Эмирата на основе шариатских законов. Ситуацию для редакции Хабархо прокомментировал таджикский блогер Абдулла Аббосов. Весь мир взбудоражен таким развитием ситуации. Многие аналитики и политологи высказывают различные точки зрения. Как справедливо заметил один эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, Талибан – это и есть Афганистан. Я полностью согласен с подобной оценкой. И не важно, что предшествовало переходу власти в руки Талибан, с кем и как они договорились. Самое важное в этом событии, что население Афганистана поддержало исламский проект, несмотря на все усилия и старания мировых держав, которые на протяжении 20 лет убивали афганцев, несмотря на то, что Запад и их приспешники все время выставляют ислам в плохом свете. А что касается дальнейшей судьбы Афганистана и талибов, здесь не все однозначно, так как данное движение весьма неоднородно и состоит из приверженцев разных образов мышления по поводу будущего страны. Есть и умеренные, которые на сегодняшний день подписали соглашение с США и договариваются с мировым сообществом в лице некоторых государств. Есть и те, которые считают, что сегодня правительства всех стран ополчились против ислама как политического образования из-за страха потери контроля над ресурсами и территориями. Также, к сожалению, в движении присутствует большое влияние пакистанских спецслужб. متاسفانه تاثیر زیادی خدمات مخصوص پاکستان نیز در حرکت طالبان وجود دارد.